Доброе утро! Начинаем новый рабочий день вместе с «Утро Якутии». Просыпайтесь вместе с нами на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. И этот день с вами встречаем мы, Полина Долинская и Павел Танин. И вот о чем мы сегодня вам расскажем. Почему нужно завтракать? Все знают, что польза от правильного завтрака огромная, но многие пропускают его. Зачем же нужен завтрак? Поговорим об этом с нашим гостем, врачом-диетологом из Центра общества здоровья и медицинской профилактики. 7 мая отмечается День радио. Немногие знают, что одна из первых радиостанций появилась не в Якутске, а в городе Тамоти. Об истории создания радиостанции расскажем в течение программы. Пусть мама услышит. Специалисты Министерства лесного хозяйства Нижегородской области спасли новорожденного лосенка, оставшегося без матери. А впереди очередные длинные выходные, а это значит, что есть отличный повод сходить в кино всей семьей. Вас ждут новинки проката и фильмы, которые уже успели полюбиться телезрителям. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы всегда можете быть с нами на прямой связи. На своих телеканалах вы видите QR-код, переходите по нему, подписывайтесь на наш телеграм-канал, узнавайте последние актуальные новости, ну и, конечно же, предлагайте интересные темы для сюжетов, и наша съемочная группа обязательно о них расскажет на всю республику. А прямо сейчас давайте узнаем, какая же погода за окном. По данным, на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 1,5 градусов тепла. В Заречной группе -1, +3. В южных -1 в Алдане, -2 в Нерюнгре. В Вилюйской группе от 3 до 5, в Нижнеленских от 3 до 0, а в западных 1,4 градуса тепла. В Колымо-Индигирской группе Улусов в это утро холоднее всего в Чекурдахе, -11 градусов. Более теплее в Зырянке и Среднеколымске, +2 градуса. В Янских от -7 до +2 градусов тепла, на северо-западе 11-16 мороза. А в городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 4 градуса со знаком плюс. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Юго-западный ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают, что день будет без осадков. Ветер западный подует с порывами от 5 до 10 метров в секунду, а днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 10-12 градусов тепла. Вкусный, но самое главное, такой необычный завтрак на скорую руку – это возможно. Пицца из яиц на сковороде готовится без теста. В ее основе нежный яичный слой, больше похожий на омлет. Такой нетрадиционный вариант любимого многим блюда займет не более 10 минут. И вот на скорую руку готов вкусный и питательный завтрак для всей семьи. Всем доброе утро! Сегодня приготовим вкусный и полезный завтрак, такой как яичная пицца. Ну что, приступим к приготовлению. Для начала поставим сковороду на плиту на средний огонь. В миску разбиваем 2 яйца. Наливаем немного молока. И наш лаваш нарезаем кубиками. Это будет нашей основой для пиццы. Добавляем в нашу яично-молочную смесь. Так, солим слегка, перчим и перемешиваем. Даем постоять буквально пару минут, чтобы наш лавашек пропитался. А тем временем на небольшом количестве масла начнем обжаривать нашу грудиночку. Выкладываем ее красивенько на сковородочке, как будто бы мы уже собираем нашу пиццу. Все, бекончик наш жарится, и сейчас уже можно выливать вот эту вот смесь прям поверху бекона. Так, немного разравниваем. Ставим минимальный огонь и накрываем крышечкой. Так, пока это все обжаривается, нарежем помидор. Такими вот полукольцами. Ждем буквально пару минут.
наша основа для пиццы поджарилась. Настало время ее перевернуть. И выкладываем наши ломтики помидоров. Посыпаем тертым сыром. Если кто-то желает, основу вот эту для пиццы можно смазать томатным соусом, тоже будет очень вкусно. Ну или кетчупом, на крайний случай. Так, все, накрыли крышкой и ждем буквально 1-2 минуты, пока сырок у нас расплавится. И можно будет подавать. Так, итак, наша пицца готова. Выкладываем ее на тарелку. Украшаем рукколой. И поливаем оливковым маслом. Итак, наш вкусный, сытный, полезный завтрак готов. А я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Все знают, что польза от правильного завтрака огромная, но многие пропускают его. Ведь утром и без приема пищи хватает забот. Нужно проснуться, выбрать одежду, обувь, привести себя в порядок. А кто-то просто даже боится набрать лишние килограммы. Давайте мы более подробно о пользе завтрака поговорим с нашим первым гостем. В студии у нас Анастасия Савина, врач-диетолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат медицинских наук. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вот самый главный вопрос все-таки. Есть много людей, которые завтрак пропускают по тем или иным причинам. Утром не хочется кушать, какая-то привычка и так далее. А зачем все-таки нужен завтрак и насколько он полезен в целом в рационе дня? Но завтрак – это очень важный прием пищи. Есть научные доказательства того, что именно завтрак это является предупреждением развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он влияет на липидный наш профиль. Также завтрак ведет к снижению риска развития и ожирения, и метаболического синдрома, и артериальной гипертензии. Также отсутствие завтрака может повлиять даже на репродуктивную функцию женщин через гормональный дисбаланс. Также ученые доказали, что именно завтрак, правильный завтрак способствует повышению концентрации внимания, что необходимо для наших детей. Поэтому наши детишки обязательно должны завтракать, потому как у них начинается такая умственная работа в школе. И в целом завтрак, хороший завтрак, правильный завтрак задает хороший тон всему дню, потому что заряжает нас энергией. Но многие при этом, также врачи уже давным-давно, это все научно подтверждено, что перед завтраком, вообще свой день, начало своего дня нужно начинать со стакана теплой воды. Кто-то добавляет лимон, кто-то просто теплую воду пьет. Мы вот видим, что вы тоже пришли с бутылочкой с водой. Вот вы, как врач, следуете ли этому совету и стоит ли ему следовать нашим телезрителям? Конечно, бутылочка с лимоном, с мятой – это мой постоянный спутник. Обязательно нужно пить воду, потому что в течение ночи мы теряем много жидкости. С дыханием, через кожу вырабатывается моча. И, конечно, вот эти потери ночные мы обязательно должны восполнять, как только утром проснулись. И поэтому это может быть и стакан, и 2 стакана теплой водички. Тем самым мы как бы запускаем работу всего организма, мы восполняем дефицит потери воды и ускоряем вот эти метаболические, биохимические процессы, которые будут протекать в нашем организме. А вот лимон в этой части какую роль играет? Потому что вы сказали, в принципе, водичкой, да? Цитрус, витамин С. Витамин С, это понятно, может быть, еще какая-то Да, секретная функция. есть секрет, да, есть секрет. Для того, чтобы улучшить кислотность воды, приблизить ее к кислотности к среде нашей внутренней воды, плазмы, крови, она слабощелочная, мы добавляем лимончик, можем добавить листья мяты, как у меня, которые именно ощелачивают воду. Такая вода быстрее и лучше усваивается нашим организмом, моментально доходит до каждой клеточки нашего организма. Но при этом у каждого человека ведь свой рацион. Такие, как мы с Пашей, просыпаемся очень рано. То есть наш завтрак в период с 4 до 5 утра. Но есть те, которые работают, допустим, в ночное время. Те же самые администраторы каких-то ночных заведений, охранники. Вот как биоритмы человека
влияет на его организм и, конечно же, какой рацион должен быть при разном образе жизни? Да, вы очень хорошо отметили, что биоритмы действительно влияют на наше здоровье и вообще на общее состояние человека. Биоритмы – это наши внутренние часы. Это то, что нам дала природа. Да? И наши биоритмы согласуются с активностью Солнечной системы. То есть утром мы просыпаемся с восходом Солнца, все процессы активизируются в нашем теле, повышаются гормоны бодрости, активности, повышается работа пищеварительных соков. Поэтому, кстати, очень важен завтрак, потому что максимальная активность именно канала желудка в утреннее время. В утреннее время, как мы проснулись, в течение 1 часа. И, конечно, кто работает ночную смену, кто работает посменно, у них есть опасность, риск именно нарушения внутренних биоритмов, что, в общем-то, чревато для здоровья. И есть определенные риски, и поэтому для тех, кто работает в ночную смену, у нас тоже есть определенные советы, как сделать так, чтобы при этом сохранить свое здоровье. Вот. А ранние завтраки это даже способствует здоровью, так что вы спокойно можете завтракать. То есть мы не в группе риска. И в 5 часов утра, да. Ну вот говорим много про завтрак, точнее о пользе его, про сам завтрак не поговорили. Из чего все-таки такой самый сбалансированный, наверное, завтрак должен состоять, самый оптимальный такой, чтобы и полезный, и вкусный, и сытный? Ну вот как раз показали перед нашим эфиром очень хороший вот такой сытный, плотный, энергетически плотный белково-жировой завтрак. Завтрак должен быть именно таким, потому что завтрак дает нам заряд энергии. А энергию мы получаем именно из белков, из белковых продуктов, из жировых продуктов. Они контролируют уровень насыщения и должны быть углеводы низкой калорийности. Это как раз вот в виде салатов, зелени и так далее. Поэтому кто-то любит каши, но каши мы рекомендуем кушать людям все-таки с дефицитом веса. Им надо набирать вес, им не нужно терять вес. Каши мы рекомендуем не каждый день, через день. У кого стабильный вес, ну, у тех, у кого есть проблемы с уровнем глюкозы, у кого есть лишние килограммы, мы, конечно, каши не рекомендуем, а рекомендуем другие продукты, вот такие, как вот блюда из яиц, сыр, творог, это тоже белково-жировые продукты. Вот такой должен быть плотный завтрак. Большое спасибо за такую полезную беседу, за такой интересный рассказ этим утром. Я думаю, каждому нашему телезрителю он будет полезен. А прямо сейчас мы прервемся на небольшую паузу и после продолжим наш эфир. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Цены на новое жилье в среднем по России выросли на 11% за год. По данным Росстата, наибольший рост зафиксирован в Сибирском федеральном округе. Далее идет Приволжский федеральный округ 16%. Третье место делят Уральский и Южный федеральные округа, где рост цен на первичном рынке жилья превысил 14%. Рост стоимости жилья на вторичке превысил показатели первичного в республиках Коми, Чувашии и Карачаево-Черкесии. В среднем в этих регионах цены выросли на 25%. Цены на жилье в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года не изменились лишь в одном субъекте России – Чукотском автономном округе. В свои 99 лет ветеран войны Наум Слепцов выглядит бодро, с радостью ждет 78-летия Великой Победы. Он участвовал в Восточном фронте в наступлении на Харбин, был пулеметчиком 152-го батальона 36-й Красной армии. Вместе с боевыми товарищами разбил войска японских империалистов и выполнял сложные задания. После демобилизации он работал в нескольких районах Якутии учителем русского языка, а также Наум Слепцов активно пропагандирует спорт. С 2010 года он проводит лично командный турнир по шахматам и шашкам и сам же награждает победителей. Сегодня во Дворце 50 лет Победы 200 шахматистов и шашистов будут соревноваться за призовые места. Общий призовой фонд ветерана-участника Великой Отечественной войны составляет 200 тысяч рублей. Сердечно поздравляю
с наступающим самым радостным праздником Дня Победы. Желаю всем весеннего хорошего настроения, счастья, здоровья, благополучия и, конечно, долголетия. В Мирнинском районе в рамках празднования Дня Победы прошел конкурс чтецов. Районный поэтический конкурс «Народ-победитель» проводится среди учащихся образовательных учреждений, студентов, рабочей молодежи и взрослых по 5 возрастным категориям. Участники самых разных возрастных категорий читали стихи советских и российских поэтов о Великой Отечественной войне. Этот конкурс направлен на распространение исторических знаний о патриотизме и о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Этот конкурс впервые был проведен в 2015 году. На протяжении, получается, уже 8 лет у нас председатель этого конкурса – это заслуженный деятель искусств, режиссер-постановщик автономного учреждения Республики Саха-Якутия Мирнинский театр Георгий Юлианович Нестер. В этом году конкурс собрал 140 участников. Всероссийская молодежная патриотическая акция «Свеча Победы», посвященная 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в столице региона 7 мая. Участники патриотической акции почтут минуты молчания память павших героев и выложат свечами слово «Помним». В этом году акция пройдет около Триумфальной арки на площади Победы в 20:00. Сбор участников начнется в 7 вечера. Хочешь изменить мир? Начни с себя. Такой смысл несет в себе День Весак. Этот праздник приходится на майское полнолуние и является самым священным днем для миллионов буддистов всего мира. Считается, что именно в этот день, 2500 лет назад, в 623 году до нашей эры, родился Будда. В этот же день Будда достиг просветления, и в этот же день он покинул мир на 80-м году жизни. Утверждение Будды: для того, чтобы изменить мир, необходимо изменить природу человека, стало основной концепцией праздника. На календаре 5 мая. Сегодня отмечают Международный день борьбы за права инвалидов, Международный день акушерки. В России отмечается День водолаза и День шифровальщика. По народному календарю сегодня День луки. На луку высаживали на грядке лук. Это растение считали на Руси целебным, и не зря. Впоследствии его свойства подтвердили медики. Лук входил в состав многих народных лекарств. В сочетании с медом, например, использовали как средство от гриппа и атеросклероза. В этот день, в 1764 году, в Петербурге основан Смольный институт благородных девиц. 110 лет назад, в День советской печати, вышел первый номер газеты «Правда». В соответствии с календарем профессиональных праздников, празднование Дня российской печати установлено на 13 января. Но среди людей, отмечающих День печати, есть и такие, кто делает это по старинке, то есть 5 мая, в день выхода первого номера газеты «Правда». 101 год назад в Париже состоялась презентация духов «Шанель номер 5». Духи признаны самым знаменитым ароматом 20 века и самым продаваемым в мире. В этот день родились Юрий Назаров, советский российский актер театра и кино, народный артист России. Любовь Егорова, советская российская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка, герой России. Адель, британская певица, автор, исполнитель и поэт. Крис Браун, американский певец и актер. Именины в этот день отмечают Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Платон и Федор. Еще одна дата в календаре. В предстоящее воскресенье, 7 мая, в России отметят День радио. Считается, что в Якутии местное радио заговорило в 1930 году. Однако первые радиостанции появились гораздо раньше. Одна из них в городе Тамоте. О первых сподвижках появления радио в Якутии расскажем в следующем материале.
В далеком 1925 году одну из первых радиостанций в Якутии решено было построить в Томмоте. В сентябре отряд экспедиции под руководством Ивана Папанина, это потом он станет известным исследователем Арктики, отправился из Москвы в далекую Якутию. Почему именно здесь было принято правительством Якутии построить эту первую радиостанцию? Началась добыча золота, был организован трест «Алдан-золото». Все здания и руководство было именно здесь у нас в Томмоте. Для молодого руководителя экспедиции Ивана Папанина и инженера-радиотехника Петра Острякова возведение в далекой глухой тайге радиостанции стало вызовом и прежде всего самим себе. Ведь предстояло доставить за 1000 километров и наладить оборудование, построить котельную, а для этого еще найти и привезти огромный котел. С помощью Амосова Максима Кировича, значит, этот котел нашли в Новониколаевске, ныне Новосибирск. И этот котел был доставлен по линии до Якутска, а дальше проблема, эту махину нужно было доставить до Томмота. И помог непосредственно, вновь здесь пришел на помощь Амосов Максим Кирович. Котел был доставлен, котельная заработала, и как раз теперь уже непосредственно приехал и Петр Алексеевич Остряков. Осенью 1926 года радиостанция и передающая радиосигнал мачта были построены. Правда, доподлинно, где же располагалась эта радиомачта, сегодня не помнят даже старожилы Томмота. Но есть официальные документы, основываясь на которых можно предположить, что эта мачта располагалась вот примерно здесь, в устье реки Укуланки. Тогда, понимая важность промышленного освоения Алданского округа и оперативной связи с центром, был заключен договор между молодой Якутской республикой и руководством страны. Долгое время само здание радиостанции находилось в одном из первых домов в Томмоте на переулке Связи, откуда велось вещание местного радио вплоть до его закрытия в 90-е годы. В этом доме именно, значит, глубокий был подвал, где находилось все оборудование, двигатели вот эти, которые, значит, а в самом здании непосредственно оборудование по радиофикации и радиовещанию. Сегодня уже никто не помнит, куда потом вывезли все оборудование, и сейчас в этом здании находятся жилые квартиры. И вряд ли его жители наслышаны о славной истории появления радио в Якутии. Однако, несмотря на многолетний перерыв, радио в Томмоте совсем недавно возродилось, хотя и в несколько ином формате. Местное интернет-радио «Магистраль» начало свое вещание в декабре прошлого года. Когда я учился в школе, был творческая информационно-производственная корпорация РЛ, вот, где я, в принципе, пристрастился к эфиру. И сейчас, когда ничего у нас здесь местного, никакого средства массовой информации нет, оно необходимо, чтобы у людей было единое информационно-развлекательное поле. Возрожденное радио полюбилось томмотцам, и сегодня его слушают люди разных возрастов. В эфире томмотского радио, как и на любой другой радиостанции, новости, музыка, развлекательные, познавательные программы, реклама. В эфире мы всегда говорим: дорогие друзья, здравствуйте, в эфире радиостанция «Магистраль». Нам по пути. И чтобы попутчиков было еще больше, создатели планируют в будущем получить лицензию и вещать уже на радиоволнах, продолжая дело самых первых его зачинателей. Туяра Филиппова, Семен Семенов, Томмот, Алданский район. А впереди очередные длинные выходные, а это значит, что есть отличный повод сходить в кино всей семьей. Вас ждут новинки проката и фильмы, которые уже успели полюбиться телезрителям. Итак, малыш, давай, я тебе все покажу. Смотрите с 4 мая в кинотеатре «Лена» одни из самых ожидаемых фильмов этого месяца.
Как известно, Джеки Чан отказался от роли в оскароносном фильме «Все везде и сразу». Зато актер не прочь сниматься в китайских семейных комедиях. «Кунг-фу жеребец» – одна из них. Джеки сыграл знаменитого мастера боевых искусств, который работает не только каскадером на съемочной площадке, но и агентом для своего коня, постоянно получающего новые роли. Впрочем, жеребец приносит отнюдь не доходы, а неприятности и долги. Но однажды животное все же помогает хозяину наладить отношения с отчужденной дочерью. «Кунг-фу жеребец» обещает стать и трибьютом недооцененной каскадерской профессии, и милой экшн-комедией про важность семьи. Ого. Тебе кабзда. Прости меня. Да успокойся ты. Дружище, давай работать вместе. Это же мой фильм. Мне очень-очень-очень не терпится увидеть тебя завтра. Ты мой... Один из самых ожидаемых релизов этой весны – новый хоррор от команды А24 и мастера жанра Ари Астера. Для современных российских реалий подобная новинка – настоящий подарок для любителей артхаусного кино. Все страхи Бо во всех смыслах. Фильм для бесстрашных. Помимо хронометража в 3 часа, хоррор практически лишен линейного сюжета. Все происходящее на экране – чистой воды абсурд. Но абсурд, тем не менее, интересный и крайне занимательный. Все страхи Бо выросли из короткометражки Астера 2011 года. Главный герой, страдающий паранойей мужчина, которого сыграл Хоакин Феникс, который попадает в сюрреалистическую одиссею по дороге в дом своей матери. Все страхи Бо. Смотрите в кинотеатрах с 4 мая. Кровавые разборки в Париже! Начало 20 века. Париж держит в страхе жестокие банды. Особенно апачи, которые без разбора убивают и грабят людей. Молодая девушка Билли мечтает отомстить преступникам за смерть своего брата, поэтому вступает в отряд, но чем ближе она подбирается к лидеру банды, тем больше главарь очаровывает героиню. «Банды Парижа» – старый добрый приключенческий боевик про уникальный исторический период. К тому же фильм не боится быть хулиганским и закрывать глаза на достоверность. Если вы оценили недавний французский хит «Три мушкетера Д'Артаньян», то блокбастер Ромена Кира стоит взять на заметку. А мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Я вам так скажу. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. «Банды Парижа». В кино с 4 мая. Специалисты Министерства лесного хозяйства Нижегородской области спасли новорожденного лосенка, оставшегося без матери. На кадрах лосенок едет в автомобиле и пьет козье молоко. Местные жители обнаружили одинокое животное около деревни Хахалина и сообщили о нем в Центр охраны объектов животного мира. Выехав на место, специалисты определили, что лосенок-самец родился всего 3-4 дня назад и по каким-то причинам остался без матери. Поскольку в таком возрасте без родительской опеки лосенок не выживет, было принято решение об его изъятии из естественной среды обитания и передать владелице клуба «Серая лошадь» Татьяне Пироговой, которая занимается разведением уникальных отечественных пород лошадей и выхаживает брошенных животных. В клубе лосенок уже попробовал свою первую порцию козьего молока и начал обживаться на новом месте. Классный час в театре под таким названием прошло мероприятие для старшеклассников в Нерюнгри. Во время него дети сидели так тихо, что можно было услышать, как шумит, собственно, тишина. Как бы это ни звучало. Ну, видимо, потому что основной темой разговора были они сами, то есть школьники, свобода, самовыражение и взаимоотношения с учителями. Идея провести такой классный час принадлежит работникам театра «Кукол». Они заранее направили пригласительные старшеклассникам школ города. На приглашение откликнулись учащиеся из 15 и 18 школ. Вначале им рассказали о Пушкинской карте, как и где ее получить и как пользоваться. Еще ребятам рассказали о волонтерстве в культуре. А кульминацией встречи стал просмотр фильма «Училка». Смотрите, ребят. Что с училкой? Застыла, молчит. Может, урок отменить?
Психологическая драма с элементами боевика «Училка» – фильм неоднозначный. Поле битвы – школа и умы детей, родившихся в 90-е. Автор удачно собирает различные психотипы учеников современной России в одном классе и учителя, женщину, которая вынуждена силой заставить их думать. В фильме поднимается острая проблема. Практически никто, кроме школы, сейчас не занимается воспитанием детей. А учитель, он оставлен на произвол судьбы. После просмотра фильма ребята с учителями обсудили увиденное. Если бы родители не упустили этот момент воспитания, тогда бы, возможно, может быть, по-другому ситуация бы сложилась. Задача учителей — найти ту самую изюминку в каждом из вас. Нет плохих детей, их просто не существует. Вы просто не всегда можете себя найти сразу. Надо научиться быть добрее друг к другу, понимать и, самое главное, разговаривать. И вот сегодня мы пригласили поэтому ребят, чтобы поговорить. Они поговорили здесь, выйдут из стен нашего театра и поговорят друг с другом еще раз. Может быть, обсудят это в кругу других ребят. Вот. Мне кажется, это вот такая вот замечательная тема. Классный час окончен. Кто-то понял основной посыл фильма, а кто-то понял слишком буквально и не воспринял тему для размышления. Смотрели фильм. Высказали свое мнение. Да. Я бы хотел еще посмотреть вторую часть. И интересно побывать на таком мероприятии необычном, новом для нас. Очень много каких-то проблемных моментов, или где-то мораль была сказана абсолютно не впопад, из-за чего казалось, что фильм пытается рассказать очень многое, но при этом не рассказывает абсолютно ничего. Мероприятие понравилось, потому что этот фильм я уже смотрел. Хотелось вспомнить те эмоции, которые я прожил, а тут еще все вместе, и классно то, что все обсудили этот фильм, и каждый подвел для себя выводы. В любом случае, такой необычный классный час вне школы останется в памяти детей. И наверняка после него многие из них все-таки задумаются о своем поведении, об отношении к учителю и о жизни в общем. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Спасибо большое. Сокровищнице русского искусства Ивану Ивановичу Шишкину принадлежит одно из самых почетных мест. С его именем связана история отечественного пейзажа второй половины 19 столетия. Произведения выдающегося мастера, лучшие из которых стали классикой национальной живописи, обрели огромную популярность. «Царь леса» – именно так называли Ивана Шишкина его современники. За его картины соперничали между собой Павел Третьяков и император Александр III. А потому неудивительно, что обширные живописные коллекции художника хранятся в Государственной Третьяковской галерее и Русском музее. Третье же по обширности собрания произведений мастера хранится в фондах Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, откуда к нам в Якутию прибыла выставка «Иван Шишкин. Живопись и графика». Иван Шишкин родился в 1832 году в городе Елабуга. Сейчас это как раз территория современного Татарстана. В семье купца второй гильдии. И с детства в нем росло и зрело желание стать художником. А потому неудивительно, что в возрасте 20 лет он отправился в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, чтобы научиться ремеслу живописца. Затем же он принял решение поступать в Императорскую академию художеств. Что интересно, при поступлении Иван Шишкин поставил себе следующую задачу. Он сказал себе, что если не сможет получить за годы учебы большую золотую медаль, то вернется на родину, вернется домой и станет помогать отцу, станет продолжателем семейного дела. Большая золотая медаль давала художнику исключительную возможность путешествовать по странам Европы и оттачивать свое ремесло, оттачивать свои навыки. И так получилось, что, конечно же, Иван Иванович одержал победу в конкурсе, получил большую золотую медаль и выбрал для себя такие страны, как Германию и Швейцарию. И в 1865 году он написал картину «Вид в окрестностях Дюссельдорфа», за которую получил звание академика от Императорской академии художеств. Годом позднее, в 1866 году, по заказу уроженца Казани, дворянина и коллекционера Андрея Федоровича Лихачева, художник пишет авторское повторение этой картины.
швейцарский пейзаж. Эту работу мы сейчас с вами можем увидеть на выставке. Что интересно, конечно, западноевропейские виды, западноевропейская природа крайне редко встречается на полотнах Ивана Ивановича. Все-таки он был певцом леса, певцом русской природы. Тем не менее, этот пейзаж очень красочный и невероятно притягательный. Посмотрите, это и великолепно прописанная синева облаков, заснеженные горные вершины, высокие деревья, которые отбрасывают раскидистые тени, и небольшая тропинка, по которой прогуливаются неспешно люди. А вот такие фигуры людей в пейзаже называются стафажные фигуры, и художник вводит их специально с той задачей, с той целью разнообразить и оживить окружающий пейзаж. Но даже в этой работе можно увидеть в правой нижней части хворост. И посмотрите, именно в этой работе уже художник становится верен своему творческому кредо. Он не приглаживает, не идеализирует пейзаж. Напротив, он показывает природу в ее естественности и первозданности. Приходите на выставку «Иван Шишкин. Живопись и графика», которая работает для всех посетителей до 30 сентября 2023 года. Ну а позабытое всеми до недавних времен старейшее ямщицкое село Еланка возрождается сегодня как центр туризма не только Хангаласского района, но и республики. Еланка известна благодатной землей и красивейшей природой. Здесь сохранены атрибуты прошлого, предметы старины, а потомки государевых ямщиков чтут традиции ямщицкой культуры и быта. У села Еланка две визитные карточки, делающие его узнаваемым. Это этнографический комплекс «Ямщицкое подворье» и часовня, установленная в 2003 году на самом живописном косогоре села. Для местных жителей это место почитания предков. А еще здесь открывается красивейший вид на реку. Еланка идет от рода Соколовых и изначально располагалась под горой, но из-за постоянного затопления деревню перенесли наверх. Для этого жители, приленские ямщики, проделали огромный труд. Вручную вырубали еловый лес и самостоятельно пробивали дорогу. До 1960 года Еланка очень хорошо развивалась, но после укрупнения колхозов, вот Хрущевского указа, получается, вот подарок октября, колхоз объединили с Улахананским. В результате здесь вот закрыли все административные учреждения, школу закрыли, и была достаточно большая трагедия в деревне, потому что пришлось всем переезжать в Улаханан либо в Буганихтах. И вот с этого вот момента, фактически, 70-х годов, у нас деревня стала заброшенная. Но вот в 90-х годах уже вот начали ямщики возвращаться, потомки. Один из основных символов ямщиков – верстовой столб. Такой столб устанавливался у каждого ямщицкого подворья и указывал, сколько верст осталось до города Якутска. Был организован вот 1723-й Ямщицкий тракт, и вот каждая станция стояла на протяжении 30 километров. Как Еланка станция, она образовалась в 1830 году на основании указа императора. Да? И то, чтобы добиться вот этой открытия нашей станции, это понадобилось около 50 лет. Почти точная копия настоящей почтовой станции времен Иркутско-Якутского тракта. Этнографический комплекс «Ямщицкое подворье», основано в 2005 году. В подворье имеется дом-музей, стойло, склад с вещами ямщиков и кузница с предметами. Экспонаты собраны и переданы в подворье жителями безвозмездно. В настоящее время в музее собрана уникальная коллекция, рассказывающая о быте и жизни приленских ямщиков. Здесь мы вот собрали основные объекты ямщицкой культуры. Это, вот, допустим, ямщицкие кошева, на которых, получается, ямщики перевозили почту и, получается, ссыльных и чиновников. Также вот у нас здесь сохранен один из самых важных артефактов. Это вот ямщицкий верстовой столб, который вот стоял внизу возле первой ямщицкой станции. Сеть, которая сплетена из конского волоса. То есть вот эту сеть фактически каждую ночь старики сидели и плели руками. И вот такие сети, они не во всех музеях даже остались. Печка — это вообще основа всей, наверное, ямщицкой культуры и русской культуры. Печка и готовила, она и грела, на ней лежали и спали, и печка и кормила. Вот, допустим, все, наверное, видели,
как вот достается русская вот каша. Вот такой весомый вклад в дело возрождения и сохранения исторического и духовного наследия по сей день вносят потомки приленских ямщиков. Уроженцы и жители села Еланка по личной инициативе и своими силами смогли сохранить уникальную культуру своих предков. И продолжая тему экскурсий, музеев и интересных мест, мы поговорим с нашей гостьей, которая у нас в студии. У нас в гостях Марина Пономарева, экскурсовод Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Доброе утро, Марина. Доброе утро. Вот за кадром мы с вами уже немножко пообщались. Вы на самом деле, не скажу, что огромное там, может, количество, большое количество профессий за свою трудовую деятельность сменили. То есть были и учителем, и офисные работы у вас какие-то были, стали экскурсоводом. Что вас привлекло, что вот вы решили пойти вот в эту профессию? Кардинально так. Кардинально, можно сказать, изменить свою жизнь. Да, учителем я работала 25 лет назад, после этого было несколько офисных работ. Они были все, конечно, интересные, прекрасные коллективы, но когда начинаешь в определенный момент жизни понимать, что занимаешься не своим делом, а это очень четко начинает сознание приходить, понимаешь, что надо что-то менять в жизни, потому что работа начинает не приносить удовлетворения, жизнь теряет краски, скажем даже так. И вот страшно, да, страшно менять. И страх – это главная причина, которая мешает вообще человеку менять свою профессиональную жизнь в лучшую сторону. Вот у многих по-разному все этот процесс именно трансформации проходит. Кто-то начинает заниматься каким-то рукоделием, познанием себя, а вы стали экскурсоводом. Вот расскажите, как вы к этому пришли? Вы чувствовали вот эту вот тягу? Во-первых, осознавать, узнавать что-то новое, интересное, так еще и делиться об этом с другими. Не сразу, конечно, я к этому пришла, к этой мысли. Все шло как-то постепенно. Я вот вспоминаю сейчас Пауло Коэльо, роман «Алхимик», да, есть. Как раз там вот очень хорошо сказано, что человек, когда стремится к какой-то мечте, жизнь подает ему знаки. И надо только обращать на них внимание. И вот такие знаки стали появляться и в моей жизни. Встречи с людьми, такими как Лада Евсеева, Виктор Борисов, это экскурсоводы парка «Россия. Моя история», которые объединили группу гидов по городу Якутска и зажгли вот этот огонь внутри. Вот с этого все и началось. Я поняла, что это мое, что действительно этим я хочу заниматься. Помните ли вы свою первую экскурсию? Как сейчас помню, действительно, именно потому что она первая. Я страшно боялась, не спала всю ночь. Я уже каялась, что ввязалась в эту авантюру, как я тогда это называла. И утром пообщалась с совершенно очаровательной девушкой Ириной из города Хабаровска. День прошел замечательно. Я, конечно, больше всего боялась вопросов, в которых я буду не совсем компетентна. Но я дала себе установку, что если вдруг такое случится во время наших экскурсий, я потом это отработаю, проведу так сказать, работу над ошибками. Ну, все прошло как-то очень комфортно для нас обоих, мы остались довольны друг другом, скажем так. Ну, вот, говоря про то, что вот вы так упомянули, да, что если я в каком-то вопросе буду некомпетентна, я потом этот вопрос переработаю. А опять же, работа, профессия часто, ну не часто, постоянно связана с поиском новой информации, каких-то новых знаний, исторических справок, опять же, об экспонатах. Говоря про наш город, опять же, иногда какие-то новые места для себя можно... Старые места узнаешь по-новому. Да. Есть ли такое в нас в городе, что вы для себя по-новому какие-то места, может быть, открыли, уже как бы даже не с точки зрения рассказать другим, а вот лично для себя? Вы знаете, стыдно признаться, но я принадлежала горожанам, категории горожан, которые ничего не знают о своем городе. И более того, я даже искренне верила в то, что вообще можно смотреть в нашем городе. Что я считала, что нет ничего интересного. Вот страшно, да, представить. Сейчас, когда мое мнение кардинально поменялось на 360 градусов, я вижу людей таких же, вот как я была когда-то, мне хочется изменить их мнение о нашем городе. И для меня вот лично, да, сейчас каждая улица, каждый памятник, каждое здание
они уникальны. И действительно, они имеют свою историю богатую, и можно говорить бесконечно долго и много. Для меня открытием стал и Национальный художественный музей в том числе. Уникальный музей совершенно с потрясающим коллективом. И вы знаете, вот произведения якутских художников, скульпторов, они, оказывается, есть на улицах нашего города. И эта тема мне сейчас стала настолько интересна. Открытие на каждом шагу. Это и орнаменты якутские на зданиях Академии наук. Соран, да? Это и росписи стен в Театре оперы и балета группы художников под руководством Афанасия Осипова. Сколько раз я приходила в театр, смотрела на эту роспись, и ведь совершенно глаз на ней не останавливался. А это, оказывается, ведь огромный труд многих людей, да? То есть вот и памятники, монументальная скульптура, да? То есть открытий, конечно, много. Произошла ли у вас профдеформация о том, когда, допустим, также гуляя с родными, близкими, там, друзьями по городу, вы их останавливаете? Ребята, я вам сейчас расскажу. Это действительно так бывает, да, становится профессиональной привычкой, наверное, да, ты начинаешь постоянно вживаться в эту роль экскурсовода. И даже в шутку мне друзья, родственники говорят так: а денежка не тикает случайно там? Вот так смеемся, да. Вот. Ну, насколько знаем, что, в принципе, да, вот мы сейчас больше поговорили в плане Якутска, да, как travel такой гид, да. Но, насколько знаем, еще одна ваша мечта исполнилась, вы еще экскурсовод в Национальном художественном музее. То есть немножко вот об этом расскажите, что привлекло именно в таких художественных произведениях, да. Вы знаете, работа travel-гида и экскурсовода, они очень похожи. И там, значит, во-первых, постоянно коммуницируешь, да, общение с людьми. И надо знать историю и города, или историю искусства, да, определенной картины, например, историю. Это постоянное движение, жизнь в движении. Вот эти вот три составляющие, которые я сама лично вот очень люблю в своей работе, можно вот реализовывать и будучи и тревел-гидом, и экскурсоводом музея. И в чем... Но, конечно, знаете, тоже для меня своего рода таким открытием стало, что, например, в Национальном художественном музее работы живописные, там, графические, да, они отражают историю нашего города. То есть начинается такая интересная перекличка, да, двух работ, пересечение, да. Например, я смотрю на портрет Елизаветы Петровны, у нас есть в зале русского искусства, работы неизвестного художника, и тут же вспоминаю, что благодаря этой Елизавете Петровне у нас в Богородицком храме в Залаге имеется икона графини Бестужевой, которую Елизавета Петровна отправила в ссылку в Якутию. То есть начинаются выстраиваться, знаете, интересные маршруты экскурсии прямо на ходу. Вот. То есть вот такое постоянное пересечение, да, двух этих работ. Большое спасибо, Марина. Действительно, у вас такая интересная работа, и мы рады, что вы нашли свое признание, и при этом еще и делитесь своими знаниями с жителями и гостями нашего города. Мы желаем вам дальнейших успехов, ну и будем рады всегда вас видеть в нашей программе. Спасибо большое. Ну а прямо сейчас готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Якутскэнерго объявляет месячник по взысканию задолженности за потребленную электроэнергию среди населения. Специалисты центральных и западных электрических сетей до 2 июня будут проверять потребителей, проживающих в частном секторе. Задолженность населения на конец апреля перед энергетиками составляет более 1 миллиарда рублей. В мае против абонентов-должников будут приняты ограничительные меры. Энергетики активно предлагают гражданам, у которых нет возможности оплатить сразу всю сумму задолженности целиком, заключать соглашение о реструктуризации долга.
Генеральный директор «Саха-Транснефтегаз» Алексей Колодезников с рабочим визитом посетил Горный Улус. На сегодня в районе имеется 789 вводов, по которым можно обеспечить поставку газа для домовладений. 595 домов уже построены на этих участках. В ходе рабочего дня Алексея Колодезникова глава Горного Улуса Никита Андреев поставил вопрос о дополнительной газификации земельных участков многодетных семей в микрорайоне ПМК. Те жители, которые находятся на централизованном отоплении, должны будут с осени перейти на газовое автономное отопление. Благодаря социальной программе в администрации предполагают, что эта работа ускорится. Надо учитывать, что ГУП ЖКХ проводит модернизацию котельных с переводом на газовое топливо, и 292 домовладения будет переключаться на автономное газовое отопление. И, конечно же, вот особое внимание нужно уделить этим жителям, чтобы к осени они были готовы уже перейти на автономное газовое отопление. Жители столицы республики вновь смогут получить первичную консультацию офтальмолога или пройти аппаратное лазерное лечение у мобильных окулистов. В этом году комплекс впервые работал за полярным кругом и вернулся в Якутск. За 7 месяцев работы в передвижном комплексе была оказана помощь более 1300 пациентам. С 5 мая комплекс будет работать в Якутске по следующим адресам. 5 мая по улице Кирова с 15 до 20 часов, 6 мая улица Лермонтова с 11 до 16 часов, 11 и 10 мая по улице Лермонтова 71 и 73 с 15 до 20 часов и 12 мая на улице Кирова с 15 до 20 часов, а также 13 мая на улице Лермонтова 67 с 11 до 16 часов. Стадо оленей, привезенных из Нилькана в Якутск, пополнилось первым олененком. Новорожденного олененка назвали Кандыкан. Она уже встала на ноги и постоянно находится рядом с мамой. Напомним, 20 оленей прибыли из Нилькана в Якутск в начале апреля. Оленей Раисе Ильиновой безвозмездно передали потомственные оленеводы Евгений и Николай Карамзины, которые в силу своего преклонного возраста уже не могли заботиться о животных. Стадо разместили в стойбище в районе Вилюйского тракта. Сейчас, по словам Раисы, необходимо обеспечить безопасность стада, чтобы животные могли выходить пастись на территории рядом со стойбищем. К этому часу это все новости. Хорошего дня! На этом наш эфир подошел к концу. Всем плодотворного дня, отличной недели, хорошего позитивного настроения. Оставайтесь на канале Якутия-24 и будьте в курсе всех событий этого дня. Напоминаем, что в предстоящее воскресенье в прямом эфире состоится отборочный тур весеннего проекта «Вот это да» в городе Якутске. Ну, а в прошлое воскресенье состоялся эфир мирнинских конкурсантов, где победу одержал Рустам Кидяйкин. Кто стал вторым финалистом по выбору телезрителей, узнаем в начале прямого эфира якутских исполнителей уже в это воскресенье, как мы сказали. Ну а завершим пятничный эфир выступлением участника от поселка Чернышевский Мирнинского района Сультима Дашипылова. На этом мы с вами прощаемся. Отличных вам выходных, помимо того, чтобы еще и день сегодня отлично прошел. Оставайтесь с Якутией-24.